Выборы в парламент Республики Молдова в 2019 году будут освещать 112 поставщиков медиа-услуг, 51 теле- и 47 радиовещателей. Для того, чтобы СМИ правильно освещали парламентскую кампанию и республиканский референдум, Координационный совет по телевидению и радио провел семинар в Камрате, где собрал журналистов Юга Молдовы. Этот семинар специально предназначен для того, чтобы все неясности, все вопросы, которые есть у поставщиков медиауслуг, были разрешены, чтобы они могли без опаски принимать решения в рамках своей издательской политики, проводить дебаты, размещать на своих экранах предвыборную агитацию, рекламу, ролики воспитания и обучения избирателей и другие материалы, зная, что это все укладывается в рамки закона. В этом году Советом по телевидению и радио будут проводиться детальный мониторинг 13 поставщиков медиауслуг национального значения в период избирательной кампании. Были разработаны определенные критерии, по которым будут контролироваться СМИ в период предвыборной кампании. Координационный совет проводит этот мониторинг по этой методологии уже с 2010 года. В 2018 году мы немножко освежили эту методологию. И есть конкретные критерии, по которым мы берем главные новостные передачи. Это в прайм-тайме. Там мы считаем общее время информационной программы. Там мы ставим время конкретному партии, кандидатам, время, в котором он появлялся в эфире, когда у него были свои какие-то высказывания, время, когда говорили про него. Особенно мы ставим в этот мониторинг и тон или то, как его показывали позитивно или негативно. Мы еще считаем общее время, если в передачах сколько женщин появлялось, сколько мужчин появлялось. И наблюдаем также, если в этих главных передачах есть субтитры для людей с ограниченными возможностями, с проблемами слуха. Гагаузия под данный мониторинг не попадает. Однако в случае несоблюдения данных критерий или жалоб со стороны избирателей и кандидатов будут введены санкции или предупреждения. Директор Ассоциации электронной прессы Ион Бундуки рассказал об обязанностях СМИ в период предвыборной кампании. Началась избирательная кампания. Да, уже СМИ должны организовать свою работу так, чтобы, с одной стороны, они работали в законном поле, с другой стороны, чтобы избиратели, телезрители, радиослушатели имели как можно больше информации для всего избирательного процесса и о кандидатах, естественно, конкурентах или участниках референдума. Основные такие главные вопросы, главные аспекты – это было освещение событий с избирательным характером, это была организация проведения предвыборных дебатов, и как необходимо будет об этом отчитаться перед аудиовизуальным советом. Освещение парламентской избирательной кампании и республиканского референдума стартовало с 25 января. Выборы впервые пройдут по смешанной избирательной системе и назначены на 24 февраля 2019 года.